Вы настолько достали мою семью, мои родители в долгах, как в шелках. То, что списокта болсо, аласың, жок болсо, значит, түгөнді деп койду. И не надейтесь, что его не было и не будет, мне так и сказали в онкологии. Хотя в других странах его выдают бесплатно. Все мои пациенты, все, кто в онкологии, они в кредитах, в долгах как в шелках. Ну, у меня группа около 300 человек. Джалабад, Ош, Нарын, Пржевальска, сам Бишкек. Здесь в Бишкеке у меня 30 женщин. Ну, особенно тяжело с отдаленных районов, когда приезжают. Ну вот я недавно открыла хостел, 3 года назад я открыла, только из-за того, что женщине негде было жить. Потому что, когда она жила у сестры, племянник утром разбудил ее и сказал: тетя, я твоего мужа не убивал, твоих деток сиротами не оставлял. И вы приходите ко мне, занимаете мой мир. Вот это мой компьютер. Я на нем зарабатываю даже вам деньги. Вы настолько достали мою семью, мои родители в долгах, как в шелках. Вы уже взрослая женщина. Имейте совесть. Решайте проблемы сами. И эта женщина вышла, плача, пришла в химиотерапию, получила химию, у нее 6-часовая химия была, и потом пошла искать квартиру. И она дошла до ЖД вокзала, и там она уснула. И разбудил ее милиционер: вставайте, уже рейсы закончились, вы не пропустили. Ну, она вытаскивает свои документы, говорит: вот я онкобольная, у меня вот такая ситуация, некуда мне пойти. И он ее завел в комнату матери ребенка, но предупредил: это только сегодня я могу, а днем здесь будут мамочки с детишками. На второй день, когда она пришла, кто-то дал ей мой телефон. Она пришла ко мне. Когда она рассказала все подробно, это было нечто. Мне было настолько ее жалко. Я говорю: ладно, говорю, пойдем ко мне домой. Я забрала ее домой. 2019-дан бери ошол онкология менен күрөшүп келатканыма ортодон көп операцияларды көрдүм, химиотерапия алдым, ремиссияда да болуп калдым. Азыр кайра повторно сол өпкөдөн суу чыгып ошого дарыланатам. Получается, в 2023 году у меня еще тогда был период лактации. Я все думала, что это, как бы молоко, комок, потому что я же это все-таки кормила грудью, а оказалось, я запустила и уже узнала, когда уже была на 4-й стадии. И у меня была неадъювантная химия, получается. Здесь, если получали каждые 21 недель, я получала химию каждую неделю. Я получила 16 химий еженедельно. Все химии я, получается, покупала за свой счет. До этого все, что... Даже на момент, когда я узнала о своем диагнозе, у меня уже ушло там порядка $1000 только на диагностику. Потому что тебе делают пункцию. Пункция не бесплатная, тебе дают идти в какую-то частную клинику. Пункция стоит $100. Вот это пункция. Потом уходит анализ, вот у тебя вот готово то, что у тебя злокачественное, потом еще тебе должна сделать иммуногистохимию. Потом, когда у тебя выясняется, что у тебя злокачественная опухоль, тебе еще дают целый список, отправляют в частную, конечно, лабораторию. И на тот момент у меня где-то только на анализы, потом на УЗИ всех органов у меня ушло уже $1000, у меня уже не было. Потому что еще не началось лечение, но у меня уже не было денег на лечение. Ну, конечно, родственники все собрали, я улетела в Турцию, там дальше меня уже со своими стеклами. Потому что здесь иммуногистохимия делается 3 недели, это очень долго. Потому что у тебя уже сделали пункцию, это получается, тебе мини-операцию сделали, тебя уже опухоль, она как бы уже чувствительная, ты уже должна начать лечение. Но у нас иммуногистохимия делается 3 недели, хотя мне в Турции сделали за 2 дня. Почему тут 3 недели? Потому что у нас только одна лаборатория, которая делает иммуногистохимию, потому что очень много больных, и они не успевают. Вот. И да, дальше я там прошла ПЭТ-КТ. Кстати, у нас нету ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ – это любая страна, я не знаю, онкология, это потому что она сейчас зависит от этого аппарата ПЭТ-КТ. Это полностью с ног до головы смотрит твое тело и смотрит, где есть метастазы, где есть раковые опухоли. Там я прошла ПЭТ-КТ, здесь у нас нету ПЭТ-КТ, так и обещают, что поставят ПЭТ-КТ, хотя здесь у нас есть в частной клинике ПЭТ-КТ, стоит где-то $750.
Почему, если частая клиника может себе позволить ПЭТ-КТ, а целое государство не может позволить себе ПЭТ-КТ? Тоже тот вопрос возник. И многие, не проходя ПЭТ-КТ, они лечатся, а на самом деле, может, у них есть где-то метастаз, и может, у них уже какая-то запущенная стадия. Потому что только ПЭТ-КТ и КТ другие определяют. У нас даже нету КТ бесплатного, потому что когда у тебя онкология, тебя уже отправляют на КТ всех зон, чтобы посмотреть, в каком органе у тебя еще есть, возможно, у тебя где-то пошел метастаз. А у нас уже с самого начала начинается химия либо операция. Это уже как, какая стадия. Вот. Все я проходила на платном, получается. Все химии, потому что у меня агрессивный тип. Получается, еженедельно я проходила химии. Я не помню, насколько у меня ушло, но я, получается, все лекарства привезла с собой, там в Турции на приличную сумму закупила, и сюда приходила и получала химию. Получала в платном месте я получала платно химию. Потом также операцию я сделала платно. И лучи. Лучи я уже делала за границей. Мен азыр данное время паблоциклип и летрозол деген дары ичем. Ал дарыларды мен мамлекеттен бесплатно 2 жолу гана алдым. А так бекер бергенге чейин до канча 3 жолу и после 3 жолу. Получается, өзүм сатып алдым да. Мен барганымда формацияга берилген, пока еще карал элек. Ждем ответа деп койду. Келселе, келселе, там онкологиянын эшигинде список болот, ошол списокто болот, ошол жерден аласың деп коет, болду. То, что списокто болсо, аласың, жок болсо, значит, түгөндү деп коет. Мен биринчи онкологияга барам, барып врачка кирем, анан кийин кирердин алдында жана списокто карайм. Списокто менин дарым жок болсо, врачтан бирөө сурайм. Болобу, болбойбу, ал врач ал билбейт. Анан айтат, болгон кезде болот, чыгат деп. А так жок болсо мен барып немеден сатып алам. Прошел год, я успела год побыть в ремиссии. И вот через год у меня сейчас обратно рецидив. У меня в легких, в печени, в костях. И я нуждаюсь в этом таргетном препарате. Он очень дорогой. Он стоит, одна упаковка стоит 150 тысяч сомов, а мне в месяц нужно 2 упаковки. Мы бегали до этого в онкологию. Химиотерапевты просто разводили руками. Такая большая сумма, мы не можем, откуда государство такие деньги на такую. И не надейтесь, что его не было и не будет, мне так и сказали в онкологии. Все, кто лечится, они покупают за свой счет. Вот. Я пока закупилась на 2 месяца, это, конечно, большие деньги. Дальше я уже не знаю, на какие средства я его буду покупать. Я должна и то не месяц, каждые 28 дней я его должна, получается. Вот. Его даже нету в аптеках у нас. Его нету ни в аптеках, мы ищем их через фармкомпании, через посредников мы их закупаем, потому что в аптеках этого лекарства нету здесь. Хотя в других странах его выдают бесплатно. Его выдают бесплатно, как жителям тех стран, где в Турции, в России, во всех странах этот препарат выдается бесплатно. Сколько стоит, скажи? Одна упаковка стоит где-то... Цены меняются от производителя. Россия самая дешевая стоит 150 тысяч. Но я нашла упаковку Индия, конечно. Я даже согласна на Индию, ту же самую, которая качество чуть ниже. Индия стоит где-то $1000. Одна упаковка. Мне в месяц нужно... На месяц еще 2 надо. Да, мне нужно 2 упаковки на месяц. Да, а в других странах это выдается бесплатно. Я даже готова была... Меня позвали на клинические исследования. Другая страна за границей, я уже готова была быть подопытным кроликом, лишь бы чтобы получать это лекарство. Потому что за границей, так как их больные, выдается им это лекарство бесплатно, и они обращаются к нам. И они еще спрашивают, а откуда вы? Где такое государство, где вот это лекарство не выдается бесплатно? Они удивляются, где такая страна с такой низкой социальной ответственностью. Эң башында мен аны 12,5 паблоциклипти. Анан беркини 1600-төн алчым. Ошондо 13 000. Азыр ошо 13,5-14 барып калат. Эми айла жок, алыш керек, аны ичпесең болбойт. Канча убакытта беричесиз? 21 күндө беричем. 21 күн ичем, 10 күн дем алам, кайра повторно анализ тапшырып, УЗИ, рентген өтүп, анан кайра повторно ичем да, 21 күндө беричем. И то паблоциклип бул жерде мен ичип аткан индийский. То, что меня сатып алып аткан, он самый дешевый.
А есть турецкий, есть германский, есть ал жақ бұл жақтықалар өте қымбат. Аға финансы не позволяет. В мое время я заболела в 2016 году. Тогда вообще не было бесплатных лекарств. Все было платное. Сейчас хоть какие-то препараты у нас даются бесплатно. Это уже хорошо. Хоть человек начинает отдыхать. Мы почему открыли вот эту мастерскую? Мы ее открыли только из-за того, что нужда была в деньгах. Женщины страдали, умирали только от того, что не было денег. Допустим, получила 6 химий, там надо еще 4 получить, а у нее уже все, семья выдохлась. Что делать? Приходится искать деньги. Итак, все мои пациенты, все, кто в онкологии, они в кредитах, в долгах как в шелках. Это вот естественно. Даже самые такие зажиточные семьи в конце приходят действительно к обнищанию, потому что все время нужны деньги. Каждый 21 день нужны деньги. И деньги не маленькие, от 50 до 300 тысяч, если препараты. Ну, вот представьте, каждый 21 день это нужно. Минимум 6-12 раз, допустим, до операции, потом еще после операции.